Всем привет, дорогие подписчики! Делаю видео для Евгения. Попросил мне снять свой дом. Находится он по Ярославского 6 и район Ярославского 6. Идем по улице Ярославского. Извините за съемку, с рук снимаю. Стабилизатор еще пока не пришел. Очень жду. Надо успеть заснять до мороза. Это у нас бывшая Катюша, помните? Вон там на куполе стояла Катюша. Сейчас ресторан грузинской кухни Хачапури. А вот это 26-я школа стоит. Такая у нас погода. Глубокая осень. Первый снег у нас растаял. Это мэрия с задней стороны. Вот это у нас перекресток с улицы Курашова. Вот дом хрущевской постройки. А дальше мы будем переходить перекресток. Я времени не посмотрел, народу столько много. Ярославского 6 находится вот в той стороне. Но я сейчас покажу район для Евгения. И для моих дорогих подписчиков. Постараюсь снять одним дублем. Хватит памяти, не хватит, посмотрим. Это у нас торговый центр, Саха-экспорт-центр. Скоро зима в Якутске будет. Грандиозная стройка у нас продолжается. Перекресток проспекта Ленина, Курашова закрыт. Ложат асфальт. Это у нас торговый дом Проспект. А это ЦУМ. 3 торговых дома рядом стоят. Кинотеатр Центральный, мэрия. Это Ростелеком. Давайте пройдемте во двор. Извините, это у меня там смс-ки приходят, я их не отключил. Так, идем в район 2-й школы. Здесь вот такой дом стоит, большой, за ним торговый центр Московский находится. О, облагораживает потихонечку. Но все равно, конечно, лужи есть у нас. Видите, лед уже. С утра во льду все.
Евгений, твой дом вон стоит. Это у нас район второй школы. Но я пойду налево. Как в фильме-то, помните? Айболит 76. Говорилось-то. Идем в обход. Ну, пойдем налево. Вот вторая школа с пристроем, видите? Старый корпус вот правее, а новый корпус вот левее. Вот дом обновили. КПД. Вон тот дом еще пока не сделали. Это дом у нас проспект Ленина, 11/2. Эти покрасили, балконы поменяли. Золотая осень. Красота стала. Да, дом хорошенький стал. Можете даже сравнить. Смотрите. Вот такой после ремонта. Нынче за город взялись хорошо. И вот такой без ремонта. Но ремонт будет. Потихонечку будут все делать. Это дело такое, быстро не делается. С левой стороны проспект Ленина, улица. Но я пройду здесь ближним краем. Вот, кстати, кто-то спрашивал, гостиницу Ленина снесли, нет? Нет, гостиница Ленина стоит. Я даже покажу вам. Вывеска его. Вот она. Это на проспекте-то. Сейчас пройдемте партизанскими путями. Евгений, не знаю твой возраст, но ты явно ходил здесь по этим дорожкам, по нашим партизанским. Это библиотека здесь. Дом, видите, как постарел весь. Должны делать. Сделает. Вон даже видно, что библиотека, там книжки видно. Вот за этим домом пятачок. Это кафе «Волна». Кто помнит, в Советском Союзе кафе «Волна» вот в этом здании было. Вот тут левее. Сейчас его, конечно, нет. Такой дом стоит. Там общежитие. Так, а давайте я там пройду. Пойду по той стороне. Покажу вам этот район. Вот здесь такой парк сделали. Летом я ходил, здесь такого вроде бы не было. Смотрите, как хорошо сделали. Все, плиточки положили. Вон спортивный. Городочек есть. Один ребенок. Спортсмен, наверное. А какая площадка. Ты спортсмен? Не занимаешься спортом? А чего не занимаешься? Смотри, какие турники хорошие. В бассейн пойдешь? О, молодец. В самородок? А, молодец. Плавание — это хорошее дело. А, видите, занимается плаванием в бассейне самородок. Здание старой постройки еще.
хрущевского времени. Ну, как хрущевку называют. Да. А вот это кафе «Волна» была здесь, в этом здании. И вот уже отремонтировали. Это я иду по закоулкам. Как говорится, Якутск изнутри. Вот видите, старое выбросили. И новое делает. Это, по-моему, хореографическое училище было. Тоже здание старой постройки. Только вот здесь у них проход постоянно закрытый. Почему-то. Да, закрытый он. На замочке висит. В свое время он открытый был всегда. Не знаю, почему закрывает. Мусорят, наверное. Скорее всего, из-за этого. Выходим на проспект Ленина. К Лорпу. Здание Лорпа. Вот оно. Это у нас там площадь Орджоникидзе. Или в простонародье Пятачок называют. Он был давно круглой формы. Сейчас вот так. Так, тут, по-моему, я снимал давно. Это у нас Платон Алексеевич Аюнский. Политический деятель наш. В советское время был репрессирован. Ох, какой рослый молодой человек прошел. Я-то не маленький. Он мне на голову выше. Вот, смотрите, гнездо. Это ворона, наверное, там сделала. Вот с левой стороны вон там серое здание. Это пединститут при СВФУ. Вот это, по-моему, общежитие связи было. Вот здесь. Здесь диктор наш в советское время, помните, Кочергин? Он здесь жил. Потом он переехал в Москву и работал в Москве на телевидении. Один, по-моему, наш диктор только туда попал. Смог попасть. Это IT-парк. Вот высокое здание. А там дальше вот так идет улица Хабарова. С левой стороны 202 микрорайон, с правой 203. Это вот большое училище. Вот давно строили в советское время. Смотрите, кирпичики. Вообще даже не пошелохнулись. Вот здесь он хорошо стоит. Какое высокое место. Так, потихонечку приближаемся к дому Евгения. Это общежитие от этого училища, скорее всего. Тоже ремонт сделали, покрасили. Давно в советское время тут постоянно из окон висели мешочки, пакетики с продуктами. В зимнее время. Ну и сейчас тоже, наверное, будет висеть, как естественный холодильник. Вот за этим зданием Прогресс магазин находится. Вот здесь что-то с электричеством было связано. Не помню что. А сейчас здесь спортзал. Заходим плавно на территорию Краеведческого музея. Недавно я видео снимал
про территорию Краеведческого музея. Здесь такие старинные фотографии. Заходим на территорию музея. Там нас ждут наши зайчики. Красавчики. Вот они сидят. Один лежит, один сидит. Здорово, да? Красота. Это новый экспонат. Я же рассказывал. Он участвовал в фильме, по-моему, каком-то. Что-то рассказывали такое, вот я слышал. Огромный, оказывается. Это вот первопроходцы у нас на таком приплыли в наши края. Говорят, по чертежам сделали вот это все. Вы посмотрите видео там про Краеведческий музей, про территорию. Я там подробненько заснял. А я сейчас так просто показываю для Евгения. Вот это улица Хабарова. Вон там хрущевские дома идут такие длинненькие. Вот вторая школа зелененькая. Вот за часовней. Вот это новый пристрой. Он там вдалеке стоит. Так. Как мне пройти? Я могу пройти и через вторую школу, и через церковь. Давайте я сразу на территорию второй школы пойду. Погода сегодня такая, видите, пасмурная. Уже зима чувствуется, снег чувствуется. Холодок такой идет. Вот подписчики мне писали, что не ухаживают. И как раз сено скосили, видите. Потихоньку делается все это. Не все приходит. Сразу. Конечно, немножко подзапаздывает, но что-то стараются делать. Все мы люди, все мы человеки. Вот этот ремонт здесь сделали. Ярославском музей. Вот эту кладку там. Видите, сейчас опять все сгорело. Ну видите, здесь такое место. Воды некуда уходить. Ну, сделает, я думаю, потому что здание историческое. Видите, он как-то сильно уж разрушилось. Я думаю, это все на карандаше у руководителей есть. Это обязательно сделать. Потому что там наша история. Я сниму обзор про музей. Внутри музея. Ну, в скором времени. Надеюсь. Так. Наша точка главная приближается. Она с левой стороны. Пока я не буду показывать. Посмотрим район второй школы. Возможно, ты, Евгений, здесь учился. Во второй школе. Хочу показать. Здесь поставили памятник пионер-вожатый. Первый пионер-вожатый. А где вывеска здесь была? Надпись была здесь. Скамеечки поставили. Посмотрим-ка. Их не было. Посмотрите, у меня там видео есть. Старое. У меня видео про Якутск 4 блока. Это вот сейчас 4-й блок. Посмотрите старые видео, которые от выпускников 77-го года. Вот здорово как. Хорошая идея.
От выпускников 78 года. От выпускников 76 года. Ну, молодцы. Молодцы, конечно. Очень хорошая идея. Возьму себе на заметку. Вот вторая школа. Красота. Это вторая школа. Здесь площадку сделали хорошую. Давно уже. И вот спортивная площадочка такая. Сделали пандусы. Вот можно было колясочником передвигаться. Людям с ограниченными возможностями. Вот такой спортивный городок здесь. Здесь дети постоянно играют. И футбол, ну и во все. И волейбол вот играет сейчас. Можно сказать, круглый год играет. Это я вот обошел район до проспекта Ленина. Ну, чуть я там не дошел немножко. Так, ну что, пойдемте. Слишком я затянул, наверное, видео. Ну ничего, надо. Может, кто знает свой дом, свою школу. Самая хорошая пора у человека — это школьные года. Года детства. С юбилеем родная школа, 85 лет. Вот такой плакат висит. Не плакат, баннер. Ну, идем на Ярославского 6. Гений нам написал, что подъезд номер 3. Вот они. Дома на Ярославского. В этом доме была детская стоматология. Сейчас, говорят, она переехала. Давайте я отсюда так покажу район. Вот торговые дома вон с той стороне. Катюша. Вон там кафе. Дорога со школы шла вот посюда, через эти ворота. И вот по этой дорожке. Такая грунтовая дорожка с ямками. Кстати, полезно для здоровья. Резкие перепады. Это хорошо. Чтобы были на чеку, как говорится. Вот он, твой дом родной. Стоит. Хорошо стоит. На высоком месте очень. Так, пойдемте дальше. Так, здесь адрес не написан. Вон там, скорее всего. Здесь всякие нехорошие надписи написаны. Еще подростки. Заняться нечем хорошим. Вот такие балконы. Это балконы явно 90-х годов. Может, даже и старше. Деревянненькие. Деревянненькие. Из дерева.
Так. Ну, скольки подъездный? 1, 2, 3, 4, 5. Пятиподъездный. Сейчас я отключусь и зайду с первого подъезда. Немножко отошел назад, то он мне не помещается в кадр дом. Вот она. Это лед хрустит под ногами. Вот он двор, и туда идет. Вот эта дорога идет к Прогрессу магазин. Про магазин Прогресс я репортаж сделал. Посмотрите в плейлистах. Зимой здесь даже можно скатываться на горках маленьким детям. Очень интересно и весело. Если машин нету здесь, потому что она такая полога. Я хочу вот все-таки найти адрес. Но адрес вот здесь должен быть, с левой стороны. Сейчас я покажу, чтобы удостовериться точно. Это Ярославского 6. А мы спросим. Это Ярославского 6 дом, да? Ага, это точно. Мы сейчас вывеску посмотрим. Она здесь должна быть. Вон она. Ярославского 6. Ой, Евгений, давай пройдем. Как говорится, родные пенаты. Здесь что-то изменилось или нет? Напишешь в комментариях. Это подъезд номер 1. Буду снимать вот так медленно. Может, кто-то из наших земляков увидит свои окна. Я этот дом обойду. Не беспокойтесь, покажу его со всех сторон. Приближаемся ко второму подъезду. Смотрите, какая береза. Евгений, ты ее даже, наверное, помнишь. Она большая, она уже долго растет. Это номер 2 подъезд. Лестницы высокие у нас. Дома на сваях стоят. Сами знаете. Кто не знает, еще расскажу. Из-за вечной мерзлоты. И подходим к подъезду номер 3. Палисадничек такой. Цветочками и березками. Вот он, подъезд номер 3. Привет, собака. Ты опять один ходишь здесь. Он постоянно один гуляет. По Ярославского. Ага. Свои дела делает. Ладно, не буду снимать. Вот, Евгений. Подумаешь на твой подъезд.
А здесь стоит домофон. Да, я больше дальше не смогу пройти. А косяки-то советские стоят. О, свет включился. Косяк советский стоит. Дверной. Ремонт сделают, скорее всего, там. Вот хулиган побежал дальше. Вот вид с подъезда номер 3. С той стороне у нас улица Хабарова. Там дальше Чернышевского. И вот сюда идет, вот где машина, улица Ярославского. Спускаемся вниз. Пойдемте дальше. Покажу я другие подъезды. Может, кто-то увидит свои окна. Это 4-й подъезд. Интересно он сделан. Но здесь деревья мешают, листва. И вот 5-й подъезд. Да, уже перчатки надо одевать, руки замерзли. Вот она. Так, давайте обойдем дом. Вторая школа. Уже вечер. Свет включили у нас. Темнеть начинает. Сейчас я посмотрю время, сколько у нас. Могу я переключить? Не переключается ничего. На свет. Вот он дом. Это еще, по-моему, от старой площадки осталось. Ковры выбивать. Так, тут движение большое. Едут со второй школы. Давайте с дороги уйду. И так засниму. Давайте я так я покажу вам. Здесь 5-й подъезд. 6-й подъезд. Это у нас должен быть 4-й, 3-й подъезд. Вот эти окна. И окна 1-го подъезда. Люди зажгли свет. Вечереет. Холодает. Это у нас улица Ярославского. Есть такой крутой спуск вниз. И весной, и зимой такой он очень опасненький. Постоянно с нее машины скатываются. А в связи с реконструкцией дорог, видите, такие пробочки у нас в Якутске. И скоро едет. Скоро едет. 2
видите, вот этот дом, я рассказал, 6 на подъеме стоит, таком, на высоком. Поэтому он очень хорошо стоит, крепко стоит. Вот это музей полицильных, в который я все никак не могу попасть. Постоянно он то закрытый, то еще что-то. Это улица Чернышевского уже, вот дом такой розовый. Здесь остановка. Вот я пошел в дом. И когда дома сносили, мы с тобой, мой друг, шутили. Не беда. Раз в году письмо скупое, поздравление с Рождеством и долгих лет. Ровно 8 тихих строчек и другой какой-то почерк. Все, привет. Спасибо за просмотр. Пишите адреса. Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок. Но буду На снимать нашу своих земляков улицу в 3 дома, по мере где сил все просто и и возможностей. знакомо. На денек, Подписывайтесь на канал. где без Всем спроса привет. входят гости, Родного где Якутска. нет зависти, Привет, ни Якутия. злости. Милый дом, где рождение справляют и навеки провожают всем двором. Лишь во сне приходят лица, не узнать и половины, ярок свет. Год прошел, почтовый ящик, открываю 2 газеты, писем нет. Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок. На нашу улицу в 3 дома, где все просто и знакомо. На денек, где без спроса входят гости, где нет зависти и злости. Милый дом, где рождение справляют и навеки провожают, и навеки провожают.